Так, ребят, многие спрашивали, как она работает. Шиномонтажка в деревенских условиях. А вот. Так, вот эта труба. Нажал. А, уже все нажал? Да. А, я вижу тебя. Разворачивайся аккуратно, перевернуться можно. Ну, а что сейчас получилось? Спасибо. Что там? «30 сантиметров. Вот здесь, вот здесь можно делать такой замок. Я из двухугольников сделал. Пластинка железная. И болт здесь. Вот эта штука, короче говоря, тоже где-то 35 сантиметров. Эта штука. Здесь я делал, чтобы усилена была, чтобы она не согнулась профиль. Ну, как вы видите, здесь тоже какой-то замок делаете. Здесь тоже какой-то замок делаете. И болт, гайка закручиваете. Вот эту штуку делаете сантиметров 10 где-то. Ну, по вашему усмотрению. И чтобы она вот здесь вот, вот здесь, чтобы она круглая была, чуть-чуть по размеру диски. То есть по овале диски. Вот эта ножка, чтобы сюда поставить колесо, она 80 сантиметров. А так 42 сантиметра. 42 сантиметра. сантиметров. А это сантиметров. Это 30 сантиметров. Ножка это 35 где-то можно. Так, пойдем. Вот эта штука, она на 2 колесо, на 4-болтовой и на 5-болтовой. То есть на москвичевский, на волговский пойдет. Вот это замок
она еще не завершенная. Вот это... Замок снимаешь, короче. Заржавело уже. И пользовался дома. Вот так вот, короче. Снимаешь замок. Надо приварить две трубы или два профиля. Но это я потом покажу на следующем видео. Ну, после того, как я делаю это. И здесь должна быть пластинка, чтобы одеть колесо и раздеть колесо. То есть резину от диски. Так, сейчас покажу. Вот так вот одеваешь колесо, гайки откручиваешь, закручиваешь и, короче, снимаешь. Это второй этап, а первый этап вот здесь вот. А я ловко. Вот сюда оставляешь, вот сюда вот вставляешь, сюда удлинитель, вот удлинитель сюда, вот так вот, вот здесь сжимаешь, и она, короче, сажает резину. Еще мне надо сюда приварить какие-нибудь ножки, чтобы она, колесо сюда не скользило, чтобы она держала здесь. Вот так вот, ребят. А теперь я хочу пригласить на сцену человека, которого в Чечне знают, наверное, все. Его в песни в последние 2 года стали в республике почти гимнами. Это были песни борьбы, в конечном счете, в общем, наверное, за мир на чеченской земле. И сейчас в его исполнении прозвучит песня о гордости и чести народа. Песня-гимн. Она называется «Свобода или смерть». Встречайте Хас Магомеда Хаджимуратова. Лишь вдали заклубится дым башен, и с зарей уходила опять. О, Аллах, на тебя уповая, на Гиура, но горская рать. Снова кровь, и своя, и чужая, слившись с гор, ручейком не стекла. Не давал им двуглавый покоя, смерть вечна к ним с севера шла. Вечно к ним севера шла.
жизни познать, не успев, пала битва тогда. Кто из них после боя на бурках ваул приносили всегда? Сколько слез матерей проливалось на трупы тех отважных сынов. Сколько раз за улом пустырь зарастал их могилами вновь. Сколько раз за улом пустырь зарастал их могилами вновь. Свобода или смерть, был слышен клич в горах. Свобода или смерть, да поможет нам Аллах. Свобода или смерть, был их боевой девиз. А ты не понял, царь, это не каприз. Врагаулы, нещадно сжигая, выживал их с насиженных мест. И посевы полей выжигая, обрекал на голодную смерть. Хоть народ вымирал в тех боях, выжил все ж непокорный врагов. С чем сравнить ваши подвиги, предки? Я пример и найти не могу. С чем сравнить ваши подвиги, предки? Я пример и найти не могу. Свобода или смерть, был слышен клич в горах. Свобода или смерть, да поможет нам Аллах. Свобода или смерть, был их боевой девиз. А ты не понял, царь, это не каприз. Как тогда самой сильной державой столь малый мой народ воевал. Хоть всегда лишь безмерной отвагой против ушей вооружен он бывал. Нам знаком был жестоких сражений, хаос боя, нам как отчий дом. Не с огнем мы пред смертным колени, пред Аллахом мы лишь не спадем. Не с огнем мы пред смертным колени, пред Аллахом мы лишь не спадем. Свобода или смерть, был слышен клич в горах. Свобода или смерть, да поможет нам Аллах. Свобода или смерть, был их боевой девиз. А ты не понял,
Да ничего, потихонечку. Так что давай, звони. Если связь что есть. Нормально, солярки Пускай могут автобус. налить. Да? На ходу. Не, я ничего не говорю. Вот так постоянно бензин туда заливает. Да сколько я помню, всегда так делали. То есть замерзла солярка, Солярка, да. и вот стоит машина, да? Которая детей возит. Ничего себе. Детей. Клевский район. Да. А если на дороге? Значит, мороз здесь конкретный. Какой мороз? А сегодня Нету. сколько? Нету здесь мороза. Нет, да? 3 мороза. 3? Да. А если на дороге? Да.